Чтобы заразиться смертельным коронавирусом, достаточно подойти к зараженному человеку на 2 метра. Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Всем, кто находится в зоне риска, рекомендуют носить защитные маски. Несмотря на то, что в России больных новой инфекции, к счастью, нет, но москвичи все чаще стали закрывать лица. Светлана Заболева продолжит тему. Коронавирус расползается по миру и пожирает людей. Жертв китайской заразы с каждым днем все больше. Скончавшихся уже более сотни. За минувшие сутки умерли 26 человек. Из них 24 в провинции Хубэй, 1 в Пекине и еще 1 человек в провинции Хайнань. Заболевших свыше 4,5 тысяч. Случаи заболевания выявили уже и в Германии. По 4 случая в Сингапуре, Малайзии, Австралии и Японии, по 3 во Франции и Южной Корее, 5 в Соединенных Штатах Америки. А в Таиланде, откуда в Инстаграме каждую минуту появляются фотографии, на которых туристы демонстрируют райское наслаждение, диагноз подтвердился у 8 человек. В Китае маски-шоу, только не радостное вовсе шоу. Без защитных масок, по словам местных жителей, ходят лишь в помещении. Правда, в интернете появляются видеозаписи, в которых местные жители уверяют, масштабы бедствия преувеличены. Я нахожусь в городе Ухань. На самом деле, да, ситуация не из приятных, так как нас предупреждали, что блуждает здесь какой-то вирус, и будьте осторожны, не контактируйте, не ходите в места большого скопления народа. Но мы и не предполагали, что это может обернуться именно таким масштабом. На данный момент город в изоляции. Мы в карантине. Паники у местного населения я не видела. Все ходят в масках, все абсолютно спокойны. Все работают в своем обычном режиме. Москвичка Александра Михеева на днях вернулась из Китая. И вот как она описывает ситуацию в стране. Паники на Хайнане нет. Тем не менее, меры предосторожности были учтены. Почти все китайцы ходят в масках. Туристы также последовали примеру. При входе в аптеку висит табличка практически на всех аптеках города, что масок уже нет и у них дефицит. Были закрыты определенные достопримечательности, рынки, парки. При входе в отель работали специальные люди, которые измеряли температуру у каждого туриста. В России больных новым вирусом по-прежнему не выявлено, заявляет Роспотребнадзор. Как сообщает ведомство, всех граждан с симптомами ОРВИ, которые прибыли из КНР, выявленных в ходе санитарно-карантинного контроля или обратившихся за медпомощью в течение 14 дней после прибытия, обязательно изолируют, госпитализируют и обследуют. Авиакомпании отменяют рейсы в Китай. S7 предложила пассажирам вернуть и обменять билеты, если маршрут проходит через Китай или Гонконг. Азур Эйр рекомендует обращаться по поводу возврата билетов в туркомпании, где приобреталась путевка. Билеты на данное направление, как правило, входят в состав туристического пакета, который туристы приобретали у туроператоров или в турагентствах. Поэтому мы рекомендуем обращаться именно туда. На сегодняшний день туроператоры и турагенты достаточно лояльно относятся к сложившейся ситуации, предлагают различные варианты выхода из неудобного положения. Турагентства идут навстречу своим клиентам, деньги за путевки возвращают даже без комиссии. Некоторые туроператоры готовы сделать полный возврат. Мы, в свою очередь, тоже возвращаем всю нашу комиссию. Только разные кейсы аннуляции и перебронь. Но в целом, на мой взгляд, опасаться особо нечего. Всегда можно прийти к какому-то консенсусу. И есть и возвраты, и есть, собственно, в большей степени, по нашей практике, у нас больше перебронирования. По Китаю на все ближайшие рейсы либо аннуляция, либо перебронирование, потому что уже просто не летят сюда самолеты. Не только туристы отменяют свои поездки, авиакомпании полеты, но и артисты свои гастроли. Труппа Русского национального балетного театра в составе 35 человек приостановила свои выступления в Китае из-за растущей опасности. Артисты отправились на гастроли еще в середине осени. Они должны были выступать в Ухане, где и началась вспышка пневмонии, но вернулись в Москву на 2 недели раньше запланированной даты. 26 января они уже вернулись. В Ухане по-прежнему самая напряженная обстановка.
обстановка. Не все иностранцы успели покинуть город до карантина. 29 января Япония эвакуирует из Уханя около 200 своих граждан. Посольство США говорит о невозможности эвакуации всех своих граждан из Уханя. Ну а российское посольство ведет переговоры с китайской стороной о выезде наших граждан из провинции Хубэй, где, по данным российских дипломатов, находится 140 россиян. Решение об их эвакуации пока не принято. Спасибо. Светлана Заболева рассказала о смертельном коронавирусе и мерах, которые предпринимают, чтобы обезопасить россиян.